Пользователи социальных сетей раскритиковали компанию Walt Disney, снявшую фильм «Мулан» в оккупированном Восточном Туркестане, где коммунистическая партия Китая совершает геноцид и нарушение прав уйгуров. В конце фильма, который был снят в уйгурском регионе, где по некоторым оценкам более 3 миллионов уйгуров и других тюрков содержатся в лагерях перевоспитания, компания Walt Disney выражает благодарность Управлению общественной безопасности города Турфан и Департаменту продвижения идей Коммунистической партии Китая в регионе за содействие в съемках. Пользователи социальных сетей опротестовали компанию и фильм постами с тегом «Бойкот Мулан». В заявлении Всемирного уйгурского конгресса отмечается, что Управление общественной безопасности города Турфан несет непосредственную ответственность за контроль концентрационных лагерей. В свою очередь, немецкий эксперт Адриан Зенц отметил, что Walt Disney является международной компанией, которая наживается, манипулируя людьми. Специалист также сообщил, что первые свидетельства принудительного перевоспитания уйгуров и других тюрков появились в августе 2013 года. Фильм был раскритикован и в некоторых странах Азии в связи с тем, что главный герой фильма, китайский актер Ифэй Лю, поддержал полицию Гонконга, обвиняемую в применении насилия против демонстрантов. Соединенные Штаты готовятся остановить импорт хлопка и томатной продукции из Китая из-за политики трудовой эксплуатации, проводимой Китаем в Восточном Туркестане. В ходе интервью агентства Reuters представители таможни и пограничной службы США заявили, что помимо хлопка и помидоров в список продуктов, запрещенных для ввоза в страну, была включена и хлопчатобумажная ткань. Ожидается, что данное решение вместе с 5 другими запретами на импорт усилит коммерческую напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира. В отчете, опубликованном неправительственной организацией Citizen Force, было заявлено, что хлопок, производимый в Восточном Туркестане, составляет 84% от общего объема одноименной продукции, производимой в Китае. Это напрямую связано с тяжелыми условиями труда тысяч людей в уйгурском регионе, где расположены концентрационные лагеря. После акций протеста во внутренней Монголии задержаны по меньшей мере 23 человека. Акции протеста были организованы на минувшей неделе в связи с сокращением числа уроков монгольского языка в школах. Полиция задержала по меньшей мере 23 участников протестов из 8 районов. Среди причин задержания – незаконный сбор подписей, провокации, действия, направленные против бывшего лидера страны, распространение провокационных видео через WeChat для препятствия реализации национальной образовательной программы. Кроме того, в минувшую пятницу были уволены 2 преподавателя и член дисциплинарного совета Китайской коммунистической партии. Правозащитные организации выразили свой протест в связи с задержанием граждан. По данным правозащитников, отныне граждане не смогут делиться достоверной информацией через WeChat. На минувшей неделе стало известно о сокращении в средних школах числа уроков на монгольском языке. Отныне уроки политики, истории, языки и литература будут преподаваться на мандаринском наречии китайского языка. Торговая война между Китаем и США усиливается с каждым днем. Власти Китая введут санкции против американских чиновников, посещающих Тайвань, а также компаний из США, с которыми они связаны. Им навсегда будет запрещен въезд в Китай, а соответствующие компании потеряют рынок материкового Китая, написал Хо Си Цзинь на своей странице в Твиттере. В начале августа делегация во главе с министром здравоохранения США Алексом Азаром посетила Тайбэй и провела переговоры с Цай Иньвэнь. Австралия срочно отозвала корреспондентов в Пекине и Шанхае после того, как сотрудники Министерства безопасности Китая допросили их в связи с арестом сотрудницы китайского телеканала СГТН, гражданки Австралии Чен Лэй. Об этом во вторник сообщила вещательная корпорация ABC. Сообщается, что ранее сотрудники посольства Австралии в Китае предупредили руководство ABC и Australian Financial Review о том, что журналистам необходимо покинуть страну из-за того, что ими заинтересовалась полиция Китая. Перед возвращением на родину оба журналиста провели несколько дней на территории дипмиссии Австралии в Пекине и Шанхае, пока их сотрудники вели переговоры с китайскими официальными лицами. После допросов, проведенных в присутствии австралийских дипломатов, журналисты Билл Бертлс и Майк Смит получили разрешение покинуть страну. Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн отметила, что власти страны оказали журналистам консульскую поддержку и обеспечили возможность вернуться в Австралию. Также сообщается, что после отзыва корреспондентов в Китае не осталось ни одного аккредитованного журналиста из Австралии.